Вот очередной поворот на дороге тысячелетий. Мы подходим к царству Динлин, в эпоху строителей великих степных пирамид Хакасии. Одна из наиболее известных, в каком-то смысле визитная карточка нашей республики, это Большой Салбыкский курган, исследованный еще в середине прошлого столетия. Курган получил свое название по Салбыкской котловине, раскинувшейся к югу от Ботиневского кряжа. Большим его назвали не случайно. Когда-то в глубокой древности высота этой земляной пирамиды достигала 25-30 метров. К началу раскопок насыпь уже сильно оплыла, ну и в этом виде высота холма достигала почти 12 метров. И этот курган, поднимавшийся над степью наподобие четырехэтажного дома, справедливо считался самым крупным в Хакасии. Основу этого грандиозного сооружения составляли огромные каменные плиты. Археологи установили, что курган сооружен в конце IV века до нашей эры. Раскопан в течение 3 полевых сезонов с 1954 по 1956 год экспедиций Академии наук СССР и Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории под руководством профессора Московского государственного университета Сергея Владимировича Киселева. Сергей Владимирович Киселев к вопросу об историзме Московской школы, он специально копал Салбыкский курган, прекрасно зная, что у Миллера есть описание, как его грабили в начале XVIII века. Понимаете? Грабили серьезно. Но он копал не потому, что какие-то романтические находки там или драгоценные его привлекали, а он поставил задачу выяснить социальный строй. И именно благодаря его раскопам мы знаем все операции сооружения этих курганов. Он копал и смотрел на технологию возведения этого большого сооружения, там 70 на 70 метров ограды, и, как вы знаете, камни от 30 до 50 тонн, но их никто не взвешивал, а это по удельному весу просчитано, так сказать, по параметрам. И прочее, прочее. И в результате, да, было показано, что это погребение одного старичка, при нем какое-то количество женщин, поскольку он еще был ограблен, так все кости там были нарушены, осталось немного, и так далее, и так далее, и так далее. Оказалось, что до сооружения гигантской земляной насыпи внутри каменной ограды построили деревянный склеп в виде усеченной пирамиды. Его потолок, устроенный из 6 слоев крест-накрест положенных бревен, имел высоту 2,5 метра. Верхнее основание было 8 на 8 метров, а нижнее 18 на 18 метров. Склеп накрывал 2-метровой глубины яму размером 5 на 5 метров, в которую был опущен сруб в 4 венца. Весь склеп внутри и снаружи был покрыт толстым слоем ослепительно-белой бересты. В гробницу вел бревенчатый коридор. Так вот, в это время существуют срубные жилища. Вопрос о том, когда приходит сюда срубная техника. Не буду говорить об эпохе бронзы, там картина пока не очень ясная. А вот с раннего Железного века существуют дома, которые в хакасской этнографии называются тура. Это прямоугольные или квадратные постройки, четырехугольные, с плоской крышей. Они отличаются от так называемых юрт, которые у нас многоугольные и купольные. И кроме того, очаги другие. Это камины, по-современному говоря, чувалы. И обязательно палати стен. То есть это другая культура домостроительства и, так сказать, домашнего быта. Но вот этот тип сохранился до этнографии, а восходит он к раннему Железному веку, несомненно. То есть это наследие, которое, так сказать, предки хакасского народа получили от тех самых динлинов. В сентябре 1947 года во время археологической разведки хакасской экспедиции МГУ на вершине горной гряды с северно-восточной стороны Салбыкской котловины обнаружены так называемые ворота. 2 вертикально вкопанные огромные плиты песчаника высотой до 3 метров. Своим мегалитическим обликом камни совпадают с обликом ограды Большого Салбыкского кургана. По старинным поверьям, души умерших людей расходятся по 2 дорогам. Вход в Нижний мир находился на стороне солнечного заката, на западе, а в Верхний, небесный мир, дорога уходила в сторону солнечного восхода. Именно в Верхний мир вела ритуальная дорога, устроенная для душ тагарских царей, которые отличались от простого народа своим небесным происхождением. Специализация добычи камня, о которой каменоломня нам указывает, доставки, установки,
правильно архитектурный, а там не только ориентация этого камня по сторонам света, восток и запад узкой гранью, но там еще, обратите внимание, когда в очередной раз окажетесь, там те плиты, которые вкопаны на длинную грань, они выведены на одну высоту. Это почти горизонталь. А когда Киселев проявлял основания их, то там никто не обрабатывал ту поверхность. То есть им легче было выкопать под каждую канавку, под каждую плиту канаву индивидуального профиля, но спустить ее так, чтобы рядом опять с необработанным низом встала плита на один уровень с этой. Там же без современных инструментов. Ну, современные инструменты мало чем отличаются, например, от инструментов римского времени. Если вы посмотрите на таблицу там, плотников римского мира, то вы увидите там и ножовки, и лучковые пилы, и рубанки, и стамески и прочее. Мы, конечно, плохо знаем этот инструмент, потому что мы не изволили копать поселение. Памятники тагарской культуры явились первым источником для развития сибирской археологии, потому что очень многочисленны и внушительны. Дерновое надмогильное сооружение внутри каменных оград со временем приобрели очертания земляных холмов, окруженных высокими камнями и названных русским населением курганами. Их обилие послужило основанием для Александра Васильевича Адрианова назвать работу над составлением археологической карты Хакаско-Минусинского края курганографией, а Сергею Александровичу Теплоухову выделить минусинскую курганную культуру, впоследствии тагарскую. Находки, бронзовые ножи, кинжалы, чеканы, зеркала и украшения исчисляются тысячами, обнаруженные как при раскопках могильников, так и во время распашки целинных земель. На многих курганах до сих пор можно встретить обломки железных лемехов, оставленные тракторами. Ну, тагарские курганы умеют защищаться, об этом не знали многие наши механизаторы, пока не получили горький опыт. Потому что эти горизонтальные ограды, они часто не видны, особенно у больших курганов. И тогда вы, обходя его даже по поле, можете попасть на эту каменную засаду. Вот они защищаются. Но они не защищаются от откровенных ограблений, которые были в XVIII веке и теперь продолжаются с помощью металлоискателей. Это теперь такой благородный рыцарский поступок, который на самом деле является просто воровством, ограблением и, самое главное, отсекание возможности понять корень местной культуры. Вы же говорите, что письменных источников мало. Игорь Леонидович, о тагарской культуре. Что мы знаем? На самом деле, одна из самых известных, наверное, культур в Хакасии, наверное, и в Хакаско-Минусинском крае обилие памятников, опять же, и Минусинская курганная, как ее называл Сергей Александрович Теплоухов поначалу, да, и Сергей Леонидович Киселев, тагарская культура по названию Тагарского острова. По раскопкам Адрианова, да, на Тагарском острове. Вот, конечно, это гораздо более удачно называть географически. Но я хочу сказать опять, что это очень специализированная культура. Я бы ее назвал, наверное, теократической, потому что жречество имело очень большое значение. Вот о каждом кургане мы с вами говорили, который вы смотрите на этот курган, и вы видите, что он воспроизводит мир, как его воспринимали тагарские. Это очень видно хорошо. Вы возьмете самое раннее дошедшее до нас китайское географическое сочинение «Каталог гор и морей» Шанхайдин. Он вышел, это примерно 5 век до нашей эры. Вы возьмете Геродота, 5 век до нашей эры, который говорит, что вот некоторые считают, что мир круглый, как будто вытащен на станке. Вот чудаки, все же знают, что мир квадратный. И описывая культуру скифов, Украины, а он говорит, что это 40 тысяч стадий вдоль моря Черного, как его теперь называем, и 40 опять квадрат рисует. И вот теперь вы возьмите между Грецией и между Китаем посередке находится Енисей. Вы же знаете, что если карту России мы вот сейчас так сложим краями, то перегиб-то будет по Енисею. Поэтому, когда передают погоду в Центральной России, я думаю, может, об Ивенке и говорят или нет. Но у меня просто характер такой веселый. Вот. Теперь я вам хочу сказать другое. А посередке находятся горские курганы. Теперь вы смотрите на описание мира в китайских источниках. Там есть крайне северный хребет, ограничивающий мир, крайне южный, западный и восточный. А на углах стоят священные вершины, которым надо поклоняться. Но у нас все тагарские курганы имеют
прекрасную ориентировку. У него есть северная сторона камнями, огороженная, и вертикали 4 у ранних. А потом возникают больше камней на каждой стороне, и вы начинаете поклоняться разным духам, а у китайцев так описано, один там на тигра похож, другой на другой, надо так-то почитать, так-то почитать. И, наконец, у вас центр – это пирамида. Все тагарские курганы, да, со временем становятся пирамидальными, но с усеченной вершиной. И вот тогда вам, пожалуйста, понятно, что у вас есть крайние границы мира, выраженные в камне, поскольку они в каменных хребтах, есть священные вершины, есть вершина, гора в центре мира, наверху там живут боги, по Олимпу, что ли, не знаем. И на склонах это мир людей, а там мир мертвых, там и есть могила. Поэтому символика тагарского кургана – это, если хотите, глобус того времени. Но если вы добавите гору, которая в небо уходит, то это уже планетарий. То есть это мир, как его представляли люди в то время. И поэтому они все хорошо ориентированы. Бывают углами по сторонам света, бывают сторонами. Две таких традиции, они по времени расходятся. Таким образом, у нас с вами мировоззренческий аспект в каждом кургане возведенном. Значит, у нас есть астрономические знания. Но это не столь обыденно, как у нас сейчас астрономию, кажется, опять начали преподавать. Тогда будет обыденно. А пока не очень. За время своего существования с 7 по 2 век до нашей эры тагарская культура прошла ряд последовательных этапов развития. Сергей Владимирович Киселев выделил 3 таких стадии. Михаил Петрович Грязнов сначала 4, затем 8. Классификации основаны на изменениях, которые происходили в облике бытовавших у населения предметов, а также на эволюции архитектуры курганов. Наиболее ранние из них представляют собой каменные квадратные ограды с 4 стелами по углам. Более поздние – монументальные сооружения, наподобие Большого Салбыкского или кургана в Барсучьем лагу. На каждом новом этапе увеличивается количество стел, появляются склепы с коллективными захоронениями. Так вот, вы понимаете, какая ситуация? У нас это плюс добыча камня, плюс доставка камня, плюс сооружение колоссальных мегалитических прямо сооружений. Это все профессиональная работа. И у вас кто попало не будет сооружать курганы или добывать камень на огромных каменоломнях и доставлять не умеет. Там же жертвы были, несомненно. Вот. Ну, наконец, в Салбыкском кургане в каждом из его 4 углов было человеческое жертвоприношение вскрыто. Да? Там 3 взрослых и ребенок. Вот. То есть освещалась эта площадка, видимо, до погребения, а может быть, после погребения и так далее. Добавим к этому, что со времен Салбыкского кургана, немножко раньше, с 4 века до нашей эры, здесь не хоронили тела умерших, здесь хоронили мумии. А мумиями тоже не будет заниматься кто угодно. Это целая профессия, на самом деле. Да. Горюющие родственники не станут снимать кожу с умершего, не станут освобождать его скелет от мягких тканей, как это делалось, не станут трепанировать череп, извлекая оттуда мозг и наполняя голову особым составом, в котором, кстати, всегда есть семена растений. Вот. И, наконец, не будут делать деревянный каркас. Вот вы знаете про мумии на Алтае, но там их планировалось лежа погребать, там великолепные колоды такие. Поэтому у них мумия и мумия. А здесь ведь деревянный каркас создавался. У вас кости рук привязывались к деревянным прутьям, кости ног к деревянным прутьям. Особая конструкция, позвоночный столб, естественно, пронизывался деревянным стержнем. Вот. И у вас, особая конструкция была для таза и особая конструкция для плеч. Теперь скажите, если вы хотите посадить, дальше это все. Объем тела восстанавливался, это жгуты нашей осоки, оленот, как хакасы говорят. Вот эту осоку сворачивали жгутами, восстанавливали мускулатуру, восстанавливали корпус, одевали череп, который обмазывали глиной, не глиной, а там состав такой тоже, и там есть алебастр и все остальное, покрывается белым цветом, и портрет этого человека
значит, воспроизводится его лицо. И следующее, когда у вас объем восстановлен, то есть случаи, когда, может быть, не во всех, но на севере у нас в Ужурском районе, в Шарыповском районе есть такие находки, обшивали кожу этого человека, а потом одевали в одежду этого человека. И теперь скажите, если это надо было положить в погребение, зачем каркас? И посадить вы не можете, потому что руки и ноги у вас прямые. Значит, они стояли. Это стремление сохранить тело. Да, но ради чего? Ради того, чтобы он стоял в каком-то допогребальном храме, и вы могли совершать определенные обряды, да еще он должен быть узнаваем по портрету. Понимаете сами? А эта культура какая? Это опять жречество. Глиняная голова из могильника Каменка-5 найдена в результате раскопок Красноярской экспедиции Ленинградского отделения Института археологии СССР в середине 60-х годов. По определению антропологов принадлежала женщине 45 лет. Череп моделирован глиной. Лобные и лицевые кости его поверх глины покрыты гипсом в 2 слоя. Нос вылеплен из гипса. Намечены ноздри, на месте глаз прорези, передающие сомкнутые веки. Сохранилось правое ухо, вылеплено из гипса. На правой щеке и подбородке сохранился узор, нанесенный красной краской, зигзаг с 3 резками на углах. Следы такой же краски на нижней губе и переносице. В 1968 году аналогичная глиняная голова обнаружена экспедицией Кемеровского университета в Шестаковском могильнике. Не так давно при помощи рентген-томографа установлено, что внутри находится череп овцы, а не человека. Я вам говорю о специализации жречества, которое знало мази, натирки, составы, анатомию и физиологию. Вы же знаете, как кончали первые врачи Европы, которые позволяли себе вскрыть тело умершего. Там костер и спокойно трупосожжение на стороне, как у нас это называется. Понимаете? А здесь-то наоборот. И вот тут мы знаем инструменты в Минусинском музее. Есть инструменты, с помощью которых они обрабатывали тело. Эти люди. Бронзовые инструменты и так далее, и так далее. Только у вас на позднем этапе до 120 погребений в коллективном склепе и все мумии, потому что трепанированные черепа с лишней дырочкой, которая высверлена инструментом, это вам подсказывает. Даже если у вас не остается... То, что я вам рассказываю о облике мумий, это же соединение разных элементов, сохраненных в кургане суммарно. Вот почему каждый курган для нас важен. Потому что в одном сохраняется то, а в другом это. И тогда вы начинаете понимать некоторые явления. Так вот, мумии кто делал? А портреты кто делал? А потом происходит феноменальная вещь. Огромная культура с великолепной экономикой, с земледелием, с орошением, со скотоводством, с торговлей. В этих портретах, головах бывают поставлены голубые бусины, а они из Индии по составу стекла. Вот вам тагарская происхождение тагарской культуры в таком случае. А происхождение загадочное, как всегда у нас с происхождением трудно. Вот мы видим иногда, как культуры кончаются. Но зато есть один элемент очень важный. Во-первых, домостроительство я затронул. Наиболее известный памятник изобразительного искусства тагарской эпохи – боярские писаницы, обнаруженные на скальных фризах хребта Бояры в 6 километрах от села Троицкое Багратского района Республики Хакасия, открыты известным сибирским археологом Александром Васильевичем Адриановым в 1904 году. Как считают исследователи, наскальные писаницы в межгорных долинах Боярского хребта являлись центром древних святилищ, местом проведения коллективных праздников. На рисунках представлен древний поселок. Изображены бронзовые котлы, домашние животные, коровы и козлы, северные олени и бараны, многочисленные фигуры людей, пеших и всадников. Центральное место на писаницах занимают жилища, большие рубленые избы, бревенчатые и конусовидные постройки типа юрт.